Глава республики был искренен, очень, так сказать, я бы сказал, открыт для общения с писателями, назвал, по его мнению, те недостатки, если хотите, грехи, которые есть в нашей жизни. Сказал о республике, выразил свое скромное, но на самом деле мы знаем высокое отношение. Говорил о том, что необходимо для нашей литературы общее сделать. Ну а потом состоялся обмен мнений, очень, на мой взгляд, содержательный, интересный. Это когда, во-первых, говорили представители московской части делегации, хотя у нас делегация и Петербург, и Кавказ, и Алтай горный, и Бурятия, что само по себе представляет картину многонациональной литературы, хотя якутская литература слепок с этой нашей общероссийской литературы. Тут тоже много национальностей, много людей, которые об этом пекутся, о языке, о глубине его, о национальных обычаях, о традициях и так далее. И вот этот разговор о национальных традициях, он продолжался в выступлениях и Дементьева, в выступлениях Коняева, в выступлении нашего Барантоя Бедюрова, известного нашего Златоуста, но человека очень хорошо представляющего развитие литературного процесса у нас в стране. Мы давно с ним знакомы, дружим, с 90-х годов еще. Да и все это люди того поколения, которое спаяно единым пониманием наших необходимых целей, задач, традиций национальных, традиционных традиций. Так что встреча была великолепная по сути, по содержанию и по своему внутреннему накалу. Глеб Николаевич, можете подвести итоги прошедшего выездного заседания секретаря Союза писателей России и вообще, что бы вы сказали в части развития национальных литератур в России? Понимаете, вот сейчас, может быть, даже эта градация немножко уже устарела, потому что мы все-таки единая литература, и дальше со своими особенностями. Кроме того, некоторые литературы берут на себя уже какие-то общероссийские задачи. Но это было и раньше, когда Расул Гамзатов выступал от имени всей страны. Говорит, так я остался после распада Советского Союза поэтом ущелья. Но нет, он, конечно, не остался, потому что был переведен на русский язык, распространен. И вот это удалось сделать. И в каждой республике, вот якутская, это серьезная, большая литература, ее не перечислить какой-то, так сказать, провинциальной литературе. Она, во-первых, сама по себе, она имеет свои традиции, которых, может, иногда не хватает нашей российской, русской литературе, потому что кто-то гонится за некими модными, модернистскими выражениями своего стиля, кое-кто не уделяет никакого внимания языку. Это недостатки. Мы говорили об этом на пленуме. Язык – главная задача, это та составляющая часть литературного процесса, которая должна и являться ведущей. И здесь мы будем оценивать сейчас и прием в Союз писателей, и присуждение премий на основе качества языка. Ну вот, хотя бы эти я вам назвал, так сказать, вещи. А вообще еще много придется подумать, извлечь корень квадратный из этих обсуждений и написать. Так же, как тот 20-летней давности пленум, он оказал свое влияние не только на Якутию, но и всю российскую, русскую литературу.